Мирный обстрел Украины входит ли в пакет предложений от РФ? Анализ от главного кучера России. Кого могут казнить в ближайшее время? Почему средневековая практика снова возвращается? И кто тут самый кровожадный? Кремль может потерять Северный поток совсем, и вместе с ним 2,5 миллиарда евро. Какая оплошность Москве стоила так дорого? Эвакуация в РФ. Минобороны утверждает, что все хорошо, но что случилось? Куда везут людей и какой регион терпит бедствие? Мигрантов открыто и цинично используют для прорыва новой границы. Чем заставляют заниматься и где? Угрозы Орбана, провал кандидатов в президенты и где в РФ коптят детей. Это и многое другое, самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Ночной, масштабный и, без сомнения, мирный российский обстрел. Украинские города снова провели ночь под звук сирен воздушной тревоги. Масштабные налеты дронов на столицу, а также на ряд других городов Украины. О пострадавших и разрушениях отчитывается местная власть. Нацполиция заявляет о более чем 15 пострадавших. Летят дроны большими стаями с разных направлений. Обходят столицу тоже с разных направлений. По баллистике основная масса тоже летела на Киев. Это 9 баллистических ракет «Искандер-М». Из них 2/3 было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня 6 из 9 ракет были сбиты ПВО. Но самое циничное здесь другое. Российская дипломатия в который раз подтверждает, что ее не существует, и в который раз доказывает, что все слова, которые звучат от российских властей, как минимум неправда, как максимум просто очередной том фантастического произведения. Накануне Сергей Лавров заявил, что сразу после обмена пленными Россия представит свой ультиматум, который они называют мирными предложениями, или предложениями по прекращению огня. Мы активно работаем над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании. И вот сейчас, как только завершится обмен военнопленными, мы к этому времени будем готовы передать украинской стороне проект такого документа. Но, как мы поняли, предложение отдельно, прекращение огня отдельно. Россия готова сесть и подписать мирный договор с президентом Зеленским? Вы знаете, вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно иметь договор, а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент Путин, легитимностью не обладает. Ответный ход не заставил себя долго ждать. Красивейший дым поднимается над одним из самых важных предприятий российской оборонки. Ощутимый удар по производству запрещенного, но используемого оккупантами химического оружия, взрывчатки и начинки для боеприпасов. Неизвестные, но очень добрые дроны прилетели на химкомбинат «Азот» в Тульской области, одно из главных предприятий, занимающееся в основном оборонными заказами. Сейчас оно показывает только густой красивый дым. Теперь в радиусе 20 километров проводится эвакуация. Видимо, ничего не случилось, просто повреждены емкости с кислотой, просто неконтролируемое задымление. Вместе с тем дроны повредили еще и газовую трубу, чем нанесли удары по экономике региона. Но зато местные жители наблюдали салют и фейерверк или что-то похожее. И в целом российская Минобороны насчитала невероятное количество беспилотников, которые якобы атаковали страну. Россию отрезают от потоков. Последние возможности торговать с другими странами скоро будут ограничены. И это значит, что Кремль окончательно загоняет страну в изоляцию.
Издание Bloomberg пишет, что Евросоюз прорабатывает ограничение еще нескольких десятков банков, изоляцию их от платежной системы SWIFT. Ключевые меры подразумевают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT. Еще планируется снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, полный запрет на эксплуатацию северных потоков, даже если их вдруг восстановят, а также запрет на торговлю товарами из России на сумму около 2,5 миллиардов евро. Кроме того, в пакете предусмотрены санкции против так называемого теневого флота, с помощью которого Россия пытается обходить нефтяные ограничения, и заморозка активов Российского фонда прямых инвестиций. В Брюсселе считают, что эти меры должны усилить экономическое давление на Москву и лишить ее доступа к критически важным ресурсам. Пакет уже получил поддержку большинства стран ЕС, его утверждение ожидается в ближайшие недели. США выкатывают жесткие условия для торгового соглашения с Евросоюзом. Вашингтон требует, чтобы Брюссель поднял пошлины на китайские товары, как это уже сделала Великобритания. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Вы договор заключили 50%. Но, опять же, если они построят у нас завод, то тарифов не будет. Если кто-то хочет прийти и построить завод здесь, я могу обсудить с ними небольшую отсрочку. Ну, пока они строят. Что, как мне кажется, будет разумно. Может быть. Посмотрим. Может ли что-то сделать ЕС? Не знаю. В Белом доме считают, что ЕС должен поддержать давление на Пекин, если хочет сохранить доступ к американскому рынку. Или Дональд Трамп грозит ввести пошлины до 50% на европейские товары. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках на канале Нехта Лайв. Мы далеко продвинулись с Индией. Они подключились одними из первых. Многие азиатские страны предложили действительно хорошие условия. Есть 18 ключевых торговых партнеров. И, скажем так, за исключением Евросоюза, большинство из них ведут переговоры вполне добросовестно. Евросоюз готов обсуждать вопрос о пошлинах, но открыто втягиваться в торговую войну с Китаем не спешит. Пекин остается важнейшим рынком для экспорта европейских автомобилей, самолетов и оборудования. В Брюсселе опасаются, что открытый разрыв с КНР может ударить по собственным производителям. Странный случай произошел на теледебатах в Польше перед вторым туром президентских выборов. Два кандидата в кадре, один совершает не совсем понятное действие. Дальше мы просто покажем вам отрывок, и я попрошу написать в комментарии, как вы думаете, что делает кандидат справа, Кароль Навроцкий, пока его оппонент Рафал Трzaskowski толкает свою речь. Nie забудьте написать в комментарии, что думаете. Trzeba było powiedzieć, że ustawki to ty robisz z mediami. Tak trzeba było powiedzieć, a nie w to iść. Co, dla tych seniorów, którzy mają trudniej w życiu i Co to którzy nie było? mają już takiej formy zdrowotnej. Отношения Венгрии и Украины обостряются. Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы проводят операции в Венгрии, включая кампании по дезинформации, направленные на подрыв доверия к референдуму по вопросу членства Украины в ЕС. Между тем, Европейский Союз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса в Совете Евросоюза в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе. Это обсуждение запланировано на 27 мая и связано с опасениями по поводу соблюдения Венгрии основных ценностей Союза. На самом деле, как ни парадоксально, несмотря на то, что Венгрия ближайший сосед Украины, понимание внутреннего порядка дневного Украины в Венгрии достаточно низкое. И вот, собственно, с 2022 года особенно активно началось нагнетание в самой Венгрии разных мифов и создание мифов и продвижение разных нарративов по отношению к Украине. И, собственно, господин Орбан сейчас сделал ставку на том, чтобы обвинить максимально во всем Украину и тем самым попытаться быть переизбранным в следующем году и сохранить свою власть. Эти обвинения прозвучали на фоне обострения отношений между двумя странами. Ранее Украина заявляла о разоблачении венгерской шпионской сети, действовавшей на ее территории, после чего обе стороны выслали по 2 дипломата.
Увеличивается количество казней. Теперь даже трудно собрать вместе всю статистику, но понятно только то, что она ужасающая. Украинская разведка сообщила о более чем 150 случаях казни украинских военнопленных российскими войсками. По данным украинской прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения расследуется 75 уголовных дел по фактам убийства 268 украинских военнопленных российскими военными. Представители ООН подтверждают 27 случаев казней, в результате которых с августа 2024 года погибли 84 украинских солдата. Количество казней на поле боя растет. Во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления не редкие случаи, а составляющие целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора России. И это только те случаи, которые попадают так или иначе на видео, и, к сожалению, это может быть только верхушкой айсберга. Мигрантов, которые вот уже несколько лет безуспешно штурмуют белорусско-польскую границу, теперь перекинули на другое направление. И, похоже, у них теперь новая, куда более ужасная цель. Еще одна страна попала под прицел спецслужб Беларуси и России. Теперь, скорее всего, на беженцах из Центральной Азии будут проверять прочность укреплений на белорусско-украинской границе, в том числе и минное заграждение, которое там есть. На Ровенщине накрыли группу афганских мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией. 8 задержали пограничники из 9-го отряда имени Сечевых стрельцов. Один из нарушителей попытался скрыться, но его быстро задержали на месте. Сейчас выясняют, кто помогал пересечь границу и какие обстоятельства стояли за этим инцидентом. Пропаганда must go on. Чита утонула в дыму лесных пожаров, почти 800 тысяч гектаров полыхает, а школьников все равно выгнали на последний звонок. Площадь окутана гарью, дышать нечем, но праздник должен состояться, решили чиновники. В соцсетях выпускников уже прозвали копчеными, а мэр Читы подбодрила их странной фразой «Школа в вашей жизни не закончится никогда». Вместо кислорода гарь, вместо безопасности формальности. Ситуация, когда звонок, как и каждый вздох, могут стать последними. Только теперь вопрос для кого. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.